Здравствуйте, в эфире «Реальная экономика», в студии Тимур Бекмурзин. Мы часто в нашей программе говорим о том, что развитие собственной переработки нефти и газа, и особенно нефтехимии, это приоритет для России. Строго говоря, идея далеко не нова и даже очевидна. Все понимают, что продукты более глубокого передела приносят большую добавленную стоимость, чем продажа сырья. А сегодня такой подход актуален и оправдан вдвойне. Известные сложности на классических энергетических рынках нефти и газа и угроза перехода к так называемой зеленой энергетике в перспективе ближайших десятилетий могут снизить спрос на традиционные энергоносители. Кроме того, по различным прогнозам спрос на полимеры и другие продукты нефтехимии будет расти быстрее мирового ВВП. Правда, недавно стали появляться и более осторожные прогнозы, что связано в том числе с аспектами так называемой мусорной тематики и вторичной переработки. Но в целом более чем позитивный взгляд на сектор сохраняется. Казалось бы, отличное решение. В чем же сложности? В принципе, сложностей никаких, есть скорее нюансы, которые также нужно учитывать. Первое. Давайте все-таки отдавать себе отчет в том, что объемы производств нефтехимии и классического энергетического сектора пока, по крайней мере, несопоставимы. Для сравнения, в тяжелом 2020-м Россия добыла почти 513 миллионов тонн нефти, еще примерно столько же, если переводить на массу природного газа. При этом весь мировой спрос на полимеры – это 250 миллионов тонн, то есть половина от российской добычи нефти или, соответственно, менее 5% от общемировой добычи. Второй момент, более существенный. Надо понимать, что перспективы развития химии и нефтехимии видят не только в России, но и глобальные компании по всему миру. А значит, конкуренция будет усиливаться, она намечается более жесткая и непримиримая. Не говоря уже о том, что уже сейчас, даже безотносительно коронавируса, в мире наблюдается избыток производственных мощностей по многим полимерам. Что это значит? Только то, что для каждого проекта в нашей стране нужно тщательно просчитывать его эффективность и конкурентоспособность. И еще один важный аспект. Российские компании смогут стать по-настоящему успешными на глобальном рынке, если станут еще сильнее. А это реально, если они будут в той или иной степени объединять усилия, интегрироваться. Сегодня мы снова отправляемся на Казань-Оргсинтез, чтобы рассказать, какой путь модернизации прошла наша компания за последние 10-15 лет. Какие мощные инвестиционные проекты будут реализованы на Казань-Оргсинтезе в ближайшие несколько лет. Какой экономический и социальный эффект они принесут Татарстану и всей России. О больших планах большой химии в этом выпуске «Реальной экономики». Смотрите сегодня. Точки роста объединения «Казань-Оргсинтез», приоритетные направления развития и ближайшие планы на будущее. Новая энергетика для большой химии Казани. На площадку «Казань-Оргсинтеза» прибыло оборудование новой ПГУ на 284 мегаватт. Как проходила спецоперация по доставке уникального оборудования из Германии в Казань? Все расскажем и покажем. Поговорим о тенденциях. Разговоры о том, что скоро вместо двигателей внутреннего сгорания займут электромоторы, энергию для которых будут вырабатывать ветряки и солнечные батареи, ведутся постоянно. И как мы уже не раз говорили в нашей программе, некоторые эксперты чересчур оптимистичны по поводу возможных темпов развития альтернативной энергетики. И тем не менее представить мир без бензина или дизеля в принципе можно. А вот без пластмасс не видят его в своих фантазиях даже самые смелые футурологи. Напротив, мировой рынок полимеров растет, причем хорошими темпами порядка 4-5% в год. И уже приближается к отметке в 250 миллионов тонн. Поэтому практически все мировые и российские нефтегазовые компании имеют в своей стратегии развития солидные нефтехимические блоки. Ведь в перспективе ближайшей пары десятков лет потенциально это один из самых стабильных каналов монетизации добычи углеводородов. Для Татарстана химия и нефтехимия всегда были в числе приоритетных отраслей.
Сейчас важно даже в условиях жесткой конкуренции оставаться успешными и эффективными. И для этого нужно работать и развиваться, модернизировать производство в режиме нон-стоп. Как это делает наш «Казань-Оргсинтез» в нашей программе. Современное химическое предприятие требует постоянного совершенствования, поэтому главными направлениями для инвестиций на сегодняшний день в ПАО «Казань-Оргсинтез» предприятий, входящим в двадцатку мировых производителей полиэтилена, считают модернизацию существующих и освоение новых технологий. Новая инвестиционная программа предприятия, в частности, предусматривает перевод части этиленового комплекса на пропановое сырье, завершение модернизации производства полиэтилена низкого давления и ввод в эксплуатацию собственной генерации электроэнергии. На некоторых точках роста Казань-Оргсинтеза остановимся подробнее позже, пока же обратимся к истории. Производство органического синтеза в Казани было основано в середине прошлого века и стало одним из первых крупных предприятий отечественного химпрома. На сегодняшний день модернизация 6 заводов ПАО «Казань-Оргсинтез» идет фактически постоянно. Каждый год реализуются мероприятия по техническому перевооружению и усовершенствованию действующих производств. Выделять очень хорошие суммы денег. И в капремонты мы производим замену устаревших оборудования, замену новых технологий внедрения каких-то. И хочу заметить, что во многих предприятиях идет сокращение сроков проведения капитальных ремонтов, но только не на «Казань-Оргсинтез». Я как технический руководитель был против самого начала этого, и поэтому меня поддержали акционеры и генеральный директор. Наш капремонт, как он положен быть, 25, 35, 40 суток, зависит от производства, так он продолжается идти. Никогда мы ни на один день наш капремонт не сокращали. Все капремонты у нас проводят срок, по графику. Пока не будут выполнены все запланированные работы, мы оборудование не запускаем. В 2018 году стартовал очередной этап программы развития действующих производств, согласно которой предполагалось развивать две основные производственные цепочки – полиэтилена низкого давления и поликарбоната. Реализуя эту программу, «Казань-Оргсинтез» снижает зависимость от поставок сырья и энергоресурсов. Так, в марте 2018 года на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления было запущено новое производство рукавной трехслойной ФФС-пленки. Она предназначена для изготовления мешков на высокопроизводительных расфасовочно-упаковочных машинах с последующей упаковкой в них всего объема отгружаемой полимерной продукции. И там тоже идет развитие. По полиэтилену низкого давления мы сделали новую установку ФС рукавной пленки. Да, то теперь вся упаковка для всего «Казань-Оргсинтез», для всех производств делается на нашем производстве из нашего же сырья. То есть мы не зависим теперь от внешних факторов. В том же 2018 году на заводе состоялся запуск новой установки по производству концентрата технического углерода производительностью 20 тысяч тонн в год. Концентрат технического углерода Master Batch применяется при производстве черной марки полиэтилена низкого давления. Полиэтилен этой марки высокой плотности предназначен для изготовления труб и соединительных деталей. До этого на заводе ПНД уже имелась подобная линия, но ее мощность не превышала 10 тысяч тонн. Дефицит собственного мастер-батча предприятие компенсировало за счет закупок у других производителей. Пуск новой установки не только позволил покрыть текущие потребности предприятия, но и сделал возможным нарастить производство трубного полиэтилена. Отметим, что качество продукции именно этой марки позволило «Казань-Оргсинтезу» на равных конкурировать на мировых рынках и принесла членство в Международной организации производителей полиэтилена наивысшего качества Ассоциации ПЭ-100+. Одними из главных точек роста ПАО «Казань-Оргсинтез» по праву считаются новые производства. Завод бисфенола А и завод поликарбоната, первый камень в строительство которых был заложен в декабре 2004 года. Кстати, Казанский завод на сегодняшний день является единственным отечественным производителем поликарбоната. В 2019-м завершился первый этап его модернизации, который позволил довести выпуск востребованной продукции до 80 тысяч тонн в год. В 2020-м, благодаря второму этапу, мощности завода поликарбонатов вышли на запланированные 100 тысяч тонн продукции в год. Еще одно производство, тесно связанное с производством поликарбоната, завод бисфенола А, в данный момент также вводит новые технологии, позволяющие повысить эффективность использования энергоресурсов и сырья, уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду. По заводу бисфенол, то есть идет модернизация и по наращению мощности завода поликарбоната совместно, и в том числе идет и новое производство изопропилбензола. То есть на новую технологию выходим по получению фенола ацетона. Более безвредный, более надежный.
Эта пандемия не только создала массу проблем практически во всех отраслях, но и дала импульс в развитии отдельных направлений сфер экономики. Речь не только об интернет-технологиях, но и, кроме того, всплеск инфекций по всему миру как нельзя лучше подчеркнул ключевую роль полимерной продукции в вопросах личной гигиены. Еще в 2012 году ученые выяснили, что одноразовые пакеты на 25% снижают риск заразиться вирусным заболеванием. Для осознания этого факта человечеству пришлось столкнуться с серьезной угрозой. И если совсем недавно в Европе и в Америке активно выводили из оборота пластиковые посуду и упаковку, то эта пандемия во многом изменила взгляды законодателей. Современное общество постепенно начинает понимать, что предметы одноразового использования являются самой надежной защитой в условиях распространения опасного инфекционного заболевания. Кроме того, в условиях карантина и изоляции, когда население активно закупает продовольственные товары на длительный период, на первый план выходит срок хранения продуктов. И в этой ситуации пластик также выигрывает. Еда в такой упаковке хранится, как правило, существенно дольше. Кроме того, она обеспечивает высокий уровень безопасности пищевых продуктов. Возросший интерес к медицинской отрасли в условиях пандемии позволяет рассчитывать на подъем потребления полимеров и в этом сегменте. Несмотря на общее падение спроса на потребительские товары, можно говорить о росте производства компонентов, предназначенных для изготовления медицинских изделий и средств гигиены. Принимая все это во внимание, не вызывает удивления, что компании в Татарстане не только не снижают темпов и объемов развития, а напротив наращивают их. Так же, как и «Казань-Оргсинтез» рассчитывает в полном объеме реализовать свою амбициозную инвестиционную программу до 2025 года. Нефтехимия и химия по-прежнему приоритетные направления и главные точки роста в промышленной политике Татарстана. Да, пандемия оказала свой негативный эффект, но сегодня экономика восстанавливается, а вместе со спросом и деловой активностью улучшаются и показатели на наших ведущих предприятиях. За нас сыграл и тот факт, что такие стратегические объединения, как «Казань-Оргсинтез», сохранили работоспособность и коллективы и ни на один день не прекратили свою деятельность. Этого удалось достичь за счет солидного запаса прочности, созданного за предыдущие годы развития компании. С середины нулевых годов «Казань-Оргсинтез» развивается мощно и поступательно благодаря огромным инвестициям и программам модернизации, которые проводились и проводятся на регулярной основе. Это более чем оправдано. Современное химическое предприятие требует постоянного совершенствования. Для ПАО «Казань-Оргсинтез» обновление существующих и освоение новых технологий – одна из приоритетных задач. Завод бисфенола А, например, в данный момент вводит новые технологии производства изопропилбензола. Собственно, его производство на Казанском оргсинтезе было открыто еще в 1964 году. С тех пор, несмотря на обновление оборудования, сам технологический процесс сохранялся и оставался довольно энергозатратным. Кроме того, в процессе производства образуется большое количество побочной продукции и сточных вод. Поэтому одним из самых масштабных мероприятий на заводе бисфенола А последних лет стала реконструкция производства изопропилбензола с переходом на циолитную технологию алкилирования. Программой развития действующих производств ПАО «Казань-Оргсинтез» предусмотрена также модернизация производства полиэтилена низкого давления. В данный момент на заводе по производству полиэтилена низкого давления идет обновление одного из 3 реакторов. Реактор Б – последняя необновленная установка из 3 имеющихся. Первые 2 реактора были реконструированы в 2004-2006 годах. Программа модернизации предусматривает масштабную замену оборудования реактора Б, а также его оснащение системой рекуперации газов. Он был введен в эксплуатацию в 1983 году. Проектная мощность его составляла и составляет на сегодняшний день 70 тысяч тонн полиэтилена в год. Предстоящая модернизация предполагает полную масштабную реконструкцию всей линейки полимеризации без изменения геометрических размеров самого реактора. В этом заключается особенность данного проекта, уникальность даже, я бы сказал. То, что без изменения самого объема реактора
мы увеличиваем производительность более чем в 3 раза. После обновления установки предприятие сократит количество выбросов продуктов горения на 210 тонн в год. Нововведение позволит также возвращать технологический процесс более 8,5 тысяч тонн углеводородных газов, а также не направлять их на факел. Масштабные изменения произошли и на ключевом производстве Казаньоргсинтеза на заводе этилена. 2015 год здесь ознаменовался строительством 2 новых печей пиролиза производства этилена-100, а также строительством узла КЦА для производства чистого водорода комплекса этилена-200. В связи с дефицитом этанового сырья было принято решение о модернизации цехов завода этилена для переработки альтернативного сырья пропана. Параллельно с этим проводилось строительство и комплексное апробирование 4 новых печей пиролиза компании «Технип» комплекса этилена-200, которые способны заменить 10 старых печей, отработавших почти 40 лет. Грамотное совмещение этих 2 проектов позволило повысить эффективность производства по этилену до 640 тысяч тонн в год, пропилена до 53 тысяч тонн в год и увеличить мощности по переработке сырья этана до 750 тысяч тонн в год и пропана до 200 тысяч тонн в год. По результатам 2019 года выработано 608 тысяч тонн в год этилена и пропилена 44 тысячи. За последние 15 лет в ПАО «Казаньоргсинтез» при поддержке группы компаний «Таиф» было обновлено 70% производственных мощностей. Что из себя представляет амбициозная инвестиционная программа Казаньоргсинтеза и программа по модернизации производств? Не только новые мощности в химии и нефтехимии, но и глобальное обновление в энергетике. Для Казаньоргсинтеза и в целом для этой индустрии это ключевой вопрос. В энергоемкой нефтехимии тема энергоэффективности важнейшая и во многом определяющая. В октябре 2019 года Казаньоргсинтез сделал очень важный шаг на этом пути, подписав соглашение с компанией Siemens в Москве на площадке международного форума «Российская энергетическая неделя» на строительство новой электростанции мощностью 284 мегаватт в Казани. В 2020 году закончена разработка проектной документации. Планируемый срок ввода в эксплуатацию этой станции – 2023 год. А совсем недавно было доставлено оборудование для новой ПГУ. Как это было? Интересные подробности спецоперации по доставке в специальном репортаже реальной экономики. Договор по объекту строительства ПГУ 250 для компании «Казаньоргсинтез» и договор технического обслуживания между компанией «Казаньоргсинтез» и компанией Siemens подписан. Москва, октябрь 2019 года. Исторические кадры для группы «Таиф» и ПАО «Казаньоргсинтез». На площадке Международного экономического форума «Российская энергетическая неделя» подписан ряд важных соглашений, в том числе контракт на строительство парогазовой установки ПГУ-250 между ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «Siemens». Также подписан договор с немецким концерном на долгосрочное сервисное обслуживание газотурбинной установки. В период, когда политики спорят, в каких-то вопросах проявляют недопонимание, компании, которые давно знают друг друга, доверяют друг другу, укрепляют сотрудничество. Для группы «Таиф» и ПАО «Казаньоргсинтез» компания Siemens – один из самых надежных и проверенных партнеров. С немецкими, можно сказать, друзьями реализованы многие стратегические проекты в Татарстане. И вот еще один важный этап партнерства. Мы очень дорожим этими отношениями, которые сложились между Татарстаном и Siemens, и хотелось бы, чтобы в таком же позитивном ключе развивались они и дальше. Результатом такого партнерства стало сотрудничество по целому ряду проектов с предприятиями группы «Таиф» в нефтехимии и в энергетике. К примеру, в Нижнекамске Siemens стал генеральным подрядчиком проекта по строительству энергоустановки мощностью 495 мегаватт для новых и действующих производств нефтехимиков. Сейчас проект близится к завершению и официальному запуску. Установка в Казани будет в чем-то схожа с той, что уже практически построена в Нижнекамске. По мощности она будет несколько меньше – 284 мегаватт. В Нижнекамске – 495. По принципу работы, получаемому эффекту, сходство очевидное. И там одним из вариантов топлива для станции станут отдувки с производств. То есть эффект будет двойным. Казаньоргсинтез получит энергию по себестоимости, и второй снизит выбросы в атмосферу и утилизирует побочный продукт химического производства. С учетом того, что компания Siemens предлагает новейшие современные технологии, это нам еще позволит использовать так называемые сдувки
газовый синтез-газ для получения энергии, исключив их сжигание в воздух, в атмосферу. И мы, наверное, тут получим очень сильный, хороший экологический эффект. Мы планируем, что получать экономию где-то около 2 миллиардов рублей ежегодно. За счет снижения себестоимости электроэнергии. В 2020 году была закончена разработка проектной документации. Было обозначено, что планируемый срок ввода в эксплуатацию станции 2023 год. Очень хорошее предложение с точки зрения техники и хорошее предложение с точки зрения финансов, с точки зрения экономики, грубо говоря, да. И они не зря являются, конечно же, лидерами в мировой экономике в данной сфере, в энергетике. И я считаю, что они вполне заслуженно выиграли. И они выражают надежду на то, что наши отношения будут продолжаться. Не только Оргсинтез, вообще группа компаний ТАИФ и Татарстана с Сименсом. И я думаю, это вполне возможно. Они очень конкурентоспособны. Группа ТАИФ для нас действительно является стратегическим партнером. И это не просто красивые слова, а оно подкрепляется конкретными проектами, конкретным бизнесом. То есть и мы здесь работаем очень тесно. Я лично за последние месяцы был много раз в Казани и лично вел и возглавлял переговоры с группой ТАИФ. Переговоры были иногда сложные, как это нормально в бизнесе. Но самое главное, что в конечном итоге мы смогли прийти к знаменателю, который интересен как и группе ТАИФ, так и Сименсу. И это действительно, наверное, тот факт, когда возникает совместно интересный бизнес. И это уже второй проект, крупный проект, который мы подписываем за последние годы с группой ТАИФ. Для меня это подтверждение кредита доверия, который нам дала группа, подписывая с нами проект Нижнекамска. Сейчас Казань Оргсинтез, опять электростанция. В общем, в целом похоже и на первый проект. Поэтому я уверен, что мы сможем оправдать то доверие, тот кредит доверия, который нам дала группа ТАИФ. Мы имеем очень хорошие отношения с группой ТАИФ, это перспективно для Siemens в том числе, ведь мы имеем хорошие позиции в мире по многим направлениям, по цифровизации, в энергетике, в производстве различного оборудования. На изготовление оборудования у Siemens ушло порядка 1,5 лет, и далее началась спецоперация по доставку его сначала в Казань, на причал, в Займище, а затем на площадку Казань Оргсинтеза. Общий вес груза больше 1500 тонн. На доставку его в Казань из Гамбурга через Санкт-Петербург ушло около 40 дней. Груз доставили в разобранном виде водными путями. Разгрузка в Займище заняла 9 дней. Более легкие комплектующие разгружали краном. Для крупных габаритных частей построили специальные подъездные пути. Оборудование для парогазовой установки Казань Оргсинтеза, которое прибыло спецрейсом из Германии через Санкт-Петербург в Казань. Это сама турбина, ее вес почти 200 тонн, а это генератор. В сборе его вес 221 тонна. Общий тоннаж всего оборудования 1700 тонн. Казань Оргсинтез выступил заказчиком строительства ПГУ энергоблока и рассчитывает получать электроэнергию по себестоимости. Это основная задумка. Это первая часть. Вторая часть – это, собственно, изюминка технологическая этого энергоблока, то, что используется топливо с высоким содержанием водорода. Вот. То есть это смесь обдувов химических производств Казань Оргсинтез. Если вы наблюдали на подъезде Казань Оргсинтез города Казани, то что факела горят, да? То есть вот это вот отдувки производств Казань Оргсинтез теперь будут сжигаться на энергоблоке в качестве топлива. Для того, чтобы этакую махину выгрузить на берег, а затем доставить до площадки Казань Оргсинтеза, понадобится целая специальная операция. Специальная техника, трейлер уже готов, а для того, чтобы оборудование выкатить на берег, необходимо построить специальную бетонную дорогу. Чтобы доставить груз до назначения, это газовая и паровая турбины, генераторы для обеих турбин, плюс модули котла-утилизатора, нужна не только специальная техника, но и специальное время. Как рассказывает нам руководитель компании, который займется транспортировкой оборудования, Динар Пасыев, маршруты разрабатывали очень тщательно, просчитывали разные варианты. Изначально были варианты с прибытием груза в Волжск и Зеленодольск. Когда посмотрели маршрут исследования, препятствия на пути в виде мостов и линий электропередач, решили, что быстрее будет доставить груз из Займища. Выбрали самый такой оптимальный маршрут, самый короткий, самый оптимальный маршрут. Исходя из этого, здесь каждый метр уже обследован,
Каждый метр уже согласован. Начало движения 23:00, столь позднее время было выбрано, как мы уже сказали, специально, чтобы не мешать движению другого транспорта. Днем в пределах города это было бы сделать весьма затруднительно. Нам разрешается перевозка с 10 вечера до 6 утра. Такие тяжелые габаритные перевозки в черте населенных пунктов. Это каждый груз индивидуален, каждому грузу надо индивидуальный подход. От Займища до площадки Казань-Оргсинтеза оборудование доставляет специальным автопоездом. Он движется не быстро, но поступательно. Остановки случаются, например, когда нужно поднять линии электропередач. Филигранно автопоезд проходит под железнодорожным мостом в районе Кировской дамбы. На стройплощадке под гигантскую установку уже готов фундамент, горячий запуск. Турбины запланирован на следующий год. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век». До свидания.